Салам алейкум. Вітаю всех. Аят Маша Ойло. Седика Дойла. Сюдика Йоль. Валикум салам. Приветствую. Масана Леля Маша. Добрый вечер всех наших слушателей. Будем говорить, Аслан, давай. Да. Начинай тему. Все. Время, время 19 часов по Брюсселю, 20 часов, соответственно, по городу Джахару. Сегодня у нас 6 июня 2026 года. Шестерки у нас тут получается. 6, 26. У нас 230-й стрим на платформе открытого диалога сегодня информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality, на канале в TikTok. Друзья, всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны, не распространяйте ссылку на наш стрим и не пишите информацию, комментарии, которые вас как-то может идентифицировать. Все остальные присоединяйтесь, пишите, задавайте вопросы с нами, как обычно, по субботам и по вторникам. Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Прямые эфиры мы приводим специально, чтобы у вас была возможность, контакт с нашей единственной легитимной властью в лице нашего Президиума и сопредседателем, который является Аят Идигов. Сегодняшний стрим я свой назвал «Мир после русизма. Новая реальность для Ичкерии, Грузии, Армении и Украины». Поэтому желательно на эту тему, а так вы можете задавать вопросы в ТикТок, я их буду зачитывать, вы не видите Аяда в ТикТок, я буду зачитывать вопросы. Ну и, соответственно, в YouTube вы можете сами задавать вопросы. Также можете принять участие даже в нашем разговоре, желательно к концу нашего стрима. Мы можем подключить вас, и вы можете сами поговорить с Аядом. И Аят, как обычно, по традиции передаю вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Все, кто нас слушает и кому интересно наши встречи, которые мы здесь излагаем. Ситуация в мире, как вы, наверное, многие знаете, такая стабильная относительно, все то же самое, что и было. Значит, Иран и Соединенные Штаты Америки бьются за то, чтобы решить вопрос мирным способом. Там посылают туда разных людей, своих, чужих, из Пакистана, переговорщиков. А Иран это все отвергает. И вот сегодня была информация, что снова Иран стоит на своих позициях, то бишь на том, чтобы убрался отсюда Вашингтон совершенно, оставил этот регион ему, в смысле влияния там. И чтобы вот эти все дела, которые они творили там, били по Ирану, чтобы компенсация была, что больше не будут они бить, и что, значит, они имеют право создать свое атомное оружие. То есть все на том же самом уровне. И естественно, что этот пролив, называемый Орзумским, а он на самом деле иранский пролив. Я так думаю для себя, потому что сейчас его так называют так. Оттуда большинство стран, это нефтеносные страны, и газоносные, и удобрения, оттуда, значит, чуть ли не 30% обеспечения остального мира этими продуктами, так скажем, для пользования другими государствами. И здесь Иран как бы шлагбаум поставил и говорит, только нам платить будете, выходить отсюда ни одно судно не будет. Но это уже известно давно. Это в этом состоянии находится сейчас, скажем, отношения Ирана и Америки, ну и там на Ближнем Востоке. Ситуация с Израилем, который бомбили они Ливан там по этим Хамасу, и теперь там стоит тоже напряженная обстановка. Они говорят, что мы не будем, в смысле, не будем нисколько уступать Хамас.
Те говорят, надо их изгнать оттуда, или мы там разломим, захватим эту территорию. Между Трампом и Нетаньяху, премьер-министром, тоже произошел такой жаркий разговор. Мы уже об этом говорили. Но все равно там, вот, значит, собрался и комитет министров. И там они бьют на то, что не надо слушать этого Трампа, он никакую роль, мол, не играет. Если мы там этот Хамас не уничтожим, нам жить здесь нет и покоя не будет, все. Некоторые арабские страны там тоже подключились в пользу, собственно говоря, Израиля. Там одна-два эти небольшие страны поддерживают тоже Израиль. То есть вот такая напряженная обстановка там, вот в этом, собственно говоря, в этом регионе мира. Теперь, если говорить о том, что происходит между Россией и Украиной, между Западом и, скажем, Соединенных Штатов Америки, Трампом, здесь тоже ситуация такая относительно ровная, все то же самое, никаких там резких изменений нету, есть только разговоры о том, что надо мир, надо то, надо все. И то, что мы говорили раньше, что ситуация должна быть, мол, как говорил Трамп, президент, что он больше туда не будет вмешиваться, не будет помогать больше никому, пусть они сами договариваются. На этой основе были направлены письма в адрес президента от президента Путина, от президента Зеленского. Эти письма были снова, значит, также, как говорится, отправлены в корзину, грубо говоря, и сказать, давайте сами договаривайтесь, я столько, мол, с вами хотел, все, а вы ничего, и мы не будем вам помогать в этом смысле. Но несмотря на это, Конгресс Соединенных Штатов Америки, вот идет сообщение, несмотря на заявление вот самого Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки принял решение, их министр иностранных дел, госсекретарь Марко Рубио заявил, что нет, мы будем помогать. Конгресс принял решение дать помощь, 1 миллиард долларов помощь Украине, и что мы будем, значит, санкции против России и здесь вводить, что мы там то-то, то-то, то-то. Вот такая вот ситуация. Но насколько мы знаем, что с той стороны, когда что-то происходит в Соединенных Штатах Америки, они потом начинают вдруг что-то другое говорить, поэтому мы должны здесь к этому относиться внимательно. Здесь вот прошли вот эти выборы, вернее, не выборы, а состоялся какой-то саммит экономический в Петербурге, где там вот произошли в это время удары по Петербургу, там, по этим нефтяно-газовым там резервуарам и все такое. И всех тех, кого пригласили туда, они оказались, конечно, относительно в шоковом положении. Как это так? Здесь весь мир как будто бы собирается, хотя это и не весь мир был, но и здесь вот такие вот взрывы. Не дай бог, они еще ударят прямо по этому их собранию. Это не произошло, и там, значит, дальше что там было? Дальше, оказывается, ну не то, что оказывается, Зеленский написал специальное обращение Путину, чтобы он, давайте, мол, это прекратим войну, встретимся где-то в третьей стране и положим конец этому убийству народа и все такое. На это ответ был от Путина очень такой лаконичный. Он обратился к своим солдатам, генералам, что-то там, мичманам и всем этим, всем вооруженным сил, кто там воюет. Вперед, давайте дальше идите, друзья. И я обиделся на то, что опять он там сказал, что указал на возраст этого Путина. Так что здесь вот так вот принято, ситуация такая, и никаких вот продвижений как будто нету. Но это продвижение, как бы, может быть, перед началом какого-то большого шага.
такое затишье. Что будет? Посмотрим. То есть нам нужно сейчас думать о том, что эти события, они на этом не будут так вот держаться, какой-то момент произойдет, какое-то развитие здесь будет. Ну а что примерно может быть в целом? Интересно вот рассуждение экономистов, и рассуждения разных политиков, европейских, американских, ну и разного рода других вот политиков, скажем, из Азии, я имею в виду Закавказья, Грузии, Азербайджана, Армении, тоже только когда слушаешь их, видишь, о чем они говорят. В целом ситуация такая складывается в Соединенных Штатах Америки, и отношения с Россией со всеми складывается такая вот вроде бы напряженная, если спросить их, но и они все говорят, и это, видимо, так и есть, если мы будем рассуждать то же самое в этом ключе, что в России ситуация очень экономически такая ненадежная. Экономическом смысле, в каком смысле? В том смысле, что все эти нефтеносные, значит, места, откуда, значит, берет доллары себе и пополняет бюджет для войны Путин, их уже бьет, Киев бьет по их всем этим нефтеносным газам и другим объектам, по нефтепроводам, которые, собственно говоря, являются добытчиком денег для продолжения войны. Ну и бьют они еще по тем местам, где, значит, собираются эти военные, скапливаются там на фронте и везде. Вот такая общая ситуация, если сказать по тому, что происходит на Закавказье, если так называть Закавказье, в Армении самое напряженное такое действие. Оппозиция выступает, там уже говорит, что нам необходимо всех отбросить, и Россию, и Запад, и сделать, значит, долгосрочный военно-экономический договор с Ираном. То есть армяне там выступают в некоторых позициях. С другой стороны, значит, против этого завтра, кажется, будут там выборы в парламент, которые будут определять как бы судьбу. И здесь вот напряжение тоже достаточно серьезное. В целом вот такая ситуация. Теперь говорить о нашей ситуации, в Чеченской республике Ичкерия, которая оккупирована. Наша судьба в этом плане зависит, конечно, в первую очередь от нашего народа, зависит от наших людей, зависит от нашего, значит, восстановления нашей государственности, которая оккупирована, и зависит от того, как и где, допустим, наши люди, которые находятся в зарубежье, или там в России, или где-то, в основном в зарубежье, чтобы они получали образование, высокое образование, были, значит, вовлечены культурное такое, значит, сообщество этих стран и могли бы получить те образования, которые имеют высшее, скажем, в этом направлении уровень развития мировой экономики, политики, науки и техники. Это очень важно. Наши молодые люди здесь на Западе учатся. Я знаю тех людей, всех я не могу знать, но по разговору, которых я знаю, наши ребята здесь учатся, которые даже здесь родились, которые приехали, учатся, постигают все эти, значит, области науки и техники. Наши люди борются вместе с украинцами против российской агрессии, изучают форму, значит, противодействия, которая есть в современных условиях. В общем, ситуация вкратце, если говорить вот так. Аслан, на этом я остановлюсь. Дальше давай. Вопросы, ответы. Баркалая, Дедесхур. Спасибо. Приветствую, алейк салам, Аиса, Асламбек, Самир, всех я вас приветствую, Шавига, Маша, Вольшу, Джади. Вот от Самира такой вопрос, салам алейкум. Какова будет судьба Азербайджана, если США возьмет под свое крыло Кавказ? Если честно, влияние Турции тоже не очень перспективно. Если хочешь развиваться, нужно быть ближе к ЕС или США. Вот такой вопрос вам, от Самира.
среди нас, азербайджанцев. Ну, я думаю здесь, что если, скажем, Америка возьмет под свой контроль Азербайджан или Турция, здесь у них есть, Турция — это член НАТО, это одна из развитых экономическом смысле и научном, техническом, военном отношении страна. Одна из центральных стран — это Турция. С Турцией имеет тесные связи, как мы видим, имеет Азербайджан. И сам Азербайджан вкладывается во все области науки и техники, и культуры, вкладываются и растят своих молодых людей. Они учатся по всему миру, я, допустим, знаю. Мгм. Многих их видел здесь, на Западе, встречался с некоторыми людьми. Вижу, что их много здесь, и они изучают вот эту всю науку, технику, культуру. То есть они во все структуры входят и не ведут себя таким образом, что они как бы, значит, здесь совсем в какое-то там, значит, тупиковое отношение не входят и изучают то, что есть в современном мире, и развивается. Мгм. И к тому же Азербайджан — это нефтедобывающая страна, и газ, и нефть, и она развивается. С другой стороны, в Азербайджане вопрос власти, потому что там у них идет спор, потому что уже сколько лет во главе этого Азербайджана находится семья Алиевых, и есть у них те, которые с этим не согласны. Идет такая внутренняя, скажем, политическое противостояние. Ну, оно, значит, пока то, что спокойное, особых там взрывов нет, в смысле, я имею в виду противостояние движения, хотя напряженность есть. Армения и Азербайджан между собой как бы пришли к согласию, что только в мирном сосуществовании им между собой они могут развиваться и укрепляться, и Армения, и Азербайджан. Потому что Россия, она все, что она могла и хотела сделать, в Мгм. пользу, допустим, она эту провокацию сделала. Армения как бы захватила этот Карабах, но Карабах пришлось отдать. Отдать главным образом по причине того, армяне это понимают, по причине того, что международные, значит, признанные границы, которые были после развала Советский Союз обозначены, в этом международно признанных границах Мгм. Карабах состоял в составе, скажем, Азербайджана. И Мгм. поэтому противодействовать этому со стороны Армении было нелогично и скажем, непрактично. И они понимают это, что сейчас эта ситуация такая, и им нужно развиваться, а не идти на самоуничтожение, как мы понимаем. Потому что с юга, как мы видим, Иран, с другой стороны Турция, с севера русские, которые всегда свои обещания выполняют. Не только для армян. Очень удивительно, если армяне были самые там близкие, значит, по всем отношениям между Россией и Арменией, то они и Армению предали в конечном итоге. И Армения это поняла, и сейчас власти там завтра проведут выборы, и я надеюсь, что вот, насколько я понимаю, здесь тоже вот на Западе есть армяне живут, с которыми я разговаривал, они все за то, чтобы вопрос решился по пользу того, чтобы было принято решение в пользу вхождения Армении в Европейский Союз. То есть вот такая ситуация. И что будет для Армении и для закавказских республик? Конечно, эти республики и эти страны, и Тома, Турция, это будет какой-то вот, ну, скажем, такой регион, который будет сотрудничать с Западом в первую очередь. Потому что даже вопрос о вхождении Турции в Европейский Союз стоит уже многие годы, по-моему, Да-да. около 30 лет. И этот вопрос не решается, и даже этот вопрос снова поднимается. Но вряд ли это пока решится. Тоже это такое вот отношение. Здесь, ну, они могут стабильно сосуществовать.
Вот такая ситуация. И мне думается, что к этому состоянию и присоединится и вот Азербайджан, и Армения, ну и Грузия, которая имеет по этому вопросу, конечно, свои взгляды. В основном они, эти взгляды такие, что Грузия считает, что их предала и, скажем, Россия, их предала и Запад. То есть они все хотят им сесть на шею. В этом смысле они правы, потому что здесь и европейские, скажем, значит, силы политические, и российские тоже в какой-то степени пытаются как-то вот на эти страны влиять, которые они вот, допустим, принимает Европейский Союз. Вот эти балтийские страны, которые были приняты, скажем, они потребовали от них какие-то там условия, но сейчас я не буду называть, Литва, Латвия, Эстония требовали, что вот эти вот там политические деятели, многие были очень недовольны тем, что европейские страны от них потребовали вот такие экономические какие-то уступки, взамен им давая какие-то там субсидии. Ну, в общем, здесь всегда случается что-то не то, что ты хочешь, что-то не то, что ты желаешь, а то, что есть на самом деле. И здесь выбор стоит за тем, что за безопасность, за сохранение своего народа. Вот Мгм. так я думаю. Вот, как вы правильно сказали, Турцию давно не принимают в ЕС. Украина, как мы знаем, уже 12-й год ведет войну, именно выбрав путь свой в сторону ЕС, Европейского Союза. И за эти 12 лет недостаточно помощи Европа, Запад оказывает Украине, хотя вот вроде бы единомышленники и так далее должны были оказывать. И вот не получится ли так, как вот с морковкой, которую вешают перед там, осликом, которого ведут, вот мы вас примем, 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 и будут долго не принимать Армению или вообще не примут, потому что там есть и российская агентура, что является реально, как и в Украине, она есть, является препятствием, чтобы вот так их всех впустить в Евросоюз. Ну и, конечно, свои личные какие-то интересные экономические интересы преследуются. Ну, как вы считаете? Да, Аслан, да, я понимаю тебя. Я же сказал в самом конце, что всегда главный вопрос – это вопрос безопасности. Мгм. То есть, если Армения не примет какой-то шаг направленный, да, Мгм. для них важно, чтобы сохранить экономическую и политическую безопасность, так, Мгм. и выжить в этих условиях, я так думаю. Знаешь, это важно и для нас, и для нашего народа, это важно для всех, и поэтому эти страны, и балтийские тоже, быстро отошли, как могли, быстро отошли от Советского Союза, понимая, что этот Советский Союз их разлагает, ассимилирует их, делает их всех русскими, ссылала эти народы, даже вот литовцы, других ссылала в Сибирь во время, после войны, Да. и они там в Сибири, в Казахстане тоже находились. То есть они не хотели больше подвергаться вот такому давлению со стороны этой империи, и поэтому вот это демократическое вот преобразование этих ситуаций, которые могли бы им дать возможность бороться в этих условиях за свою безопасность, да, и, Мгм. ну, экономическое процветание, развитие, это всегда становится во главе угла вот в таком вопросе. Поэтому здесь тоже вот Армения и эти республики тоже, я думаю, смотрят на это. Мгм. Такая. Да. И вот, по поводу объединения вот 3 республик, в проект Кечкин, да, Дагестан, российские провинции Дагестан, Ингушетия и оккупированная Ичкерия. В этом смысле, вот они, россияне, утверждают, что если объединять, вот на примере Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 2 разных народа объединить, 2 недружественных, как они это говорят, я вот деталей не знаю у этих народов, как внутри все обстоит, но что вот если объединить недружественные народы в одну группу, то ими управлять очень легко будет, можно ими манипулировать, управлять и так далее. Поэтому вот Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, поэтому у них там
более-менее спокойно и так далее. Поэтому сейчас, пытаясь объединить свои провинции с нашей оккупированной страной, фашистская Россия одновременно вбросы делает, стравливает дагестанцев с чеченцами, чеченцев с ингушами, ну и вот этот процесс идет. Что вы по этому поводу скажете, Аят? Как это Я можно рассматривать? скажу, по этому поводу я скажу, что это вопрос не общее политическое, это внутреннее, скажем, дело, которое сегодня раскручивает для укрепления своей позиции Кремль. Вот для этого он это все раскручивает, объединить, не объединить. Может быть, они объединят, но почему-то они не объединяют. Этот разговор идет уже десятки лет, а что 20 лет. Я еще помню, еще когда после 2000 года эти разговоры были, с тех пор. Но это они пугалки, с одной стороны, с другой стороны, если они объединят эти территории, если по политическим таким значениям говорить, то в будущем это значит, мы можем уже говорить о тех территориях, которые были у нас с того момента, как наша территория была оккупирована Россией. Мгм. А сегодня она разделена по тем границам, которые есть, так, и наша территория обозначена была, мы не претендуем на какие другие территории, даже соглашаясь с тем, что Ингушетия пожелала быть в составе Российской Федерации России. Мы на этой территории остановились и на этой территории хотим развиваться и действовать. Мы создали свое государство в 1992 году. Мы не подписывали федеративный договор 1992 года, который был подписан Россией после того, как значит, мы уже создали свое государство. И говорит о том, что если территории сейчас будут определяться по тем границам, которые были созданы 90, после развала СССР в 1991 году, то мы в этот круг мы не входим, потому что мы не подписывали федеративный договор и не входили в эту Российскую Федерацию России. Для нас это правильно будет, если это они объединят и сделать ее единой такой территорией большой, то в будущем уже мы должны, если развалится эта Российская Федерация России, что будет, скорее всего, это будет или неожиданно, или это будет долгое время тянуться, еще неизвестно. Поэтому нам нужно, Чеченская Республика, мы должны не забывать, что мы создали свое государство, наши люди должны понимать, что мы так же, как и другие государства, которые вышли из Советского Союза, вышли из нее и создали свое государство. Мы за это боремся сегодня для восстановления нашей легитимной власти после освобождения. Нам необходимо здесь на Западе решать вопрос о признании того, что незаконно оккупирована наша территория, и что необходимо ее деоккупировать и восстановить легитимную власть. Украина это сделала, это большое очень дело, которое сделала Украина, очень-очень историческом плане. Украина признала, что наша территория оккупирована и осудила геноцид чеченского народа. Мы должны в этом направлении работать, не прислушиваться разным рода самозванцам, которые здесь на Западе проводят политику того, что создать надо единый Северный Кавказ, или создать какую-то Кавказскую конфедерацию, или Горскую республику. Это все разговоры самозванцев, которые не имеют никакого отношения к власти чеченского народа, которые вышли значит, на этот путь и действуют в пользу сегодняшнего Кремля против нашего государства. Мы это четко должны для себя выяснить. И наша молодежь, которая находится здесь на Западе, да и по всему миру, должны это четко и ясно понимать. Мы не должны продаваться этой пропаганде, мы должны всегда видеть, что стоит за этими речами и за этими разговорами людей, которые, значит, предали решение нашего народа и все эти годы проводят здесь свои какие-то личные амбиции, пытаясь изобразить из себя как бы значит, людей, которые борются и переживают за наш народ. На самом деле их деятельность идет
как раз-таки во вред тому, чтобы мы здесь объединились, так, и чтобы так же, как и Украина, другие республики Европейского Союза и страны нас могли бы вот так вот признать. Для нас это будет хороший фундамент для того, чтобы в будущем освободить свою территорию, восстановить нашу легитимную власть. Вот так вот, Аслан. Мгм. Баркалая, Дейресвуд. Так, Муслим, Армо, Шому, всех приветствую, алейкум салам, всех, друзья, приветствую вас. Эд, шалам алейкум. Эд задает вопрос, вопрос Аяду. Как вы думаете, если бы было бы предложено признать независимость Ичкерии США и Израилем, но при этом фашистская Российская Федерация оставить как она есть, как бы мы к этому отнеслись? Мы отнеслись бы это положительно. Положительно. Потому что признание нашего государства – это есть законно и правовой шаг с точки зрения международного права. Если нас признают эти страны, скажем, любая страна мира, мы готовы. Нас вот признал даже и Афганистан, когда Мулла был там. Нас Да, признала и северная часть Кореи, турецкая. То есть мы ко всем этим шагам будем относиться положительно и бороться. Это действие в рамках современного международного права и обязанностей, которые на себя взяли все страны, которые тогда создавали устав ООН и современное международное право, подписывали эти принципы международного права. Мы к этому относимся очень положительно, это было бы хорошо для нас, и мы могли бы иметь больше опоры на то, чтобы, значит, решать нашу проблему. Вот что я думаю. Мгм. Вот если по такому сценарию идти, если, например, фашистская Российская Федерация сохраняется в том виде, и она отпускает все территории там Грузии, которые она оккупировала, украинские, нашу территорию она деоккупирует. В этом случае какие отношения, и американцы, как мы знаем, есть уже на Кавказе, там это и Армения, и немножко Грузия, раньше было чуть больше в Грузии, их было американцев, влияние их. Какие отношения мы бы выстраивали бы, ваше правительство выстраивало бы с американцами, ну и с нашими соседями, уважаемыми? Ну, мы устраивали бы свои отношения, значит, точно такими, как они прописаны в международном праве, так? Действуя в рамках международного права и действуя в соответствии с нашим законодательством. И это было бы обосновано с целью, значит, сохранения нашего народа, развития его языка, культуры, значит, развития науки, техники на этой территории. Вот как мы к этому отнеслись бы. Все, что есть в нашем народе, сохраняя, мы и имели бы отношения ровные и значит, достойное отношение с любой страной в мире, какая бы она ни была. Мгм. То есть потому что все страны мира, которые есть в мире, около 200 штук их, так, они имеют между собой, значит, какие-то договора, отношения, независимо от того, какую там систему власти они имеют. Мы же Мгм. видим это. Поэтому мы тоже в это, так сказать, в этот круг государств влились бы и развивали бы страну, и имели бы, значит, ту опору по сохранению и по безопасности нашего народа, потому что всегда и всюду мы видим, все хотят, большие, особенно некоторые страны, пытаются захватить территорию чужих государств. Мы это видим. Да, совершенно верно. А вот участвовать в совместном, например, на проекте, коридор Трампа, пояс, шелковый путь, все такое, там, обеспечение охраны, там, участие в экономических разных составляющих этого проекта. Как вы смотрите, это выгодно было бы для Ичкерии, выгодно было бы для наших соседей, для американцев в том числе, как вы считаете? Ну, мы как можем участвовать? Это коридор, это он не на нашей территории, так?
было время, когда мы знаем из истории, этот шелковый путь шел через нашу республику, когда через наши территории. Да. Когда-то есть исторические данные о том, но через нашу республику проходил. А сейчас, если он переместился туда на юг по причине того, что мы знаем, что здесь происходит, война и вот эта империя, которая захватывает эти территории. Поэтому сейчас мы просто можем одобрять эту ситуацию. Если мы в будущем будем, как вот мы планируем, создать Кавказский дом, то в этом случае мы можем здесь свою лепту в эту, значит, работу Ладно. вносить. Да, да. Все. Да, отлично, хорошо. Вот вопрос, конечно, может быть не по адресу, но все-таки зачитаю. Почему в западных СМИ, вот мистер Шому Тепе пишет, почему в западных СМИ, в том числе в американских и европейских СМИ, до сих пор функционирует российская пропаганда в лице Russia Today? Почему этот филиал ФСБ до сих пор существует в США? Как вы думаете? Я плохо что-то слышу тебя. Я говорю, Почему? вот вопрос такой. В западных СМИ, в том числе в американских и европейских, до сих пор функционирует российская пропаганда в лице Russia Today. Russia Так, Today. Почему этот филиал ФСБ до сих пор существует в США? Вот такой вопрос. но это уже так вопрос западным странам, это вопрос и к Америке, это вопрос их договоренности, которые они вот допустили. Но во многом они очень многое, значит, блокировали российское, даже их разные, не то что посольства, консульство закрыли американцы, помнишь? М, Это они много чего там закрывают, но до конца не все это происходит. Да, их вот эти вот информационные агентства, они ведут эту работу. Конечно, они будут это вести под прикрытием того, что они за мир и свободу, и за равенство, и что они правы. Но то есть идет такая информационная борьба, и поэтому она, наверное, находится. Здесь Америка и любая другая страна не хочет полностью обрывать все эти, как говорится, отношения. Потому что оборвав эти отношения, уже на долгие годы неизвестно, когда они снова восстановятся. То есть это такая политика, которая ведется уже, ну, скажем, веками это ведется, отношения как-то строятся. Если даже две страны воевали, и одна проиграла, а другая выиграла, все равно они какие-то отношения между собой устраивают, отношения. Потому что бывают обязательно какие-то отношения экономические, политические, культурные, то есть для будущего развития и благоприятного, значит, решения тех или иных вопросов они что-то оставляют. Я думаю, что это в этом ключе. Хотя они видят и свободно, как и мы с тобой, ты и я, и другие видят, что происходит. Это ясно. мгм. Слава. Ясно, Баркал. Вот если, например, вопрос, который задал Эд, возвращаясь к нему, если, например, фашистская Российская Федерация сохраняется в своих границах и отпускает оккупированные территории, которые она незаконно после развала Советского Союза оккупировала, в этом случае вот, наша территория, которая еще 200-300 лет назад, около больше 400 километров Каспийского полосы побережья принадлежала нам, чеченцам. Но сейчас территория нашей Ичкерии намного меньше, чем есть. На каких условиях мы бы разошлись с Россией? Вот как вы считаете? Ну, я уже это говорил, мы же договорились, что выходим из этой линии, создаем свое государство, то это принято. Это уже следующий шаг, который может рассматриваться. Но сейчас нам говорить о тех территориях, которые признаны на международном уровне после развала СССР, не Мгм. приходится. Нам нужно сейчас восстановить свою территорию и восстановить там власть и действовать дальше. А историческое развитие покажет, что это будет, как это развиваться будет, это покажет. Это уже
могут быть следующие, как этапы, может быть, следующие этапы. Может быть, в этом не будет и необходимости, а может быть, будет и, и может быть и наоборот. Мгм. Так что здесь мы должны действовать, смотря на то, как вот это видится с точки зрения современного международного права и наших интересов. Вот я так думаю. Мгм. Спасибо. Спасибо, говорит вам также мистер Шому. Спасибо за развернутый ответ. Соответственно, у него возник следующий вопрос. Будет ли в независимой Ичкерии функционировать подобные Russia Today и подобные ей пропагандистские СМИ? Это будет зависеть от власти, которая это допускает. Вот власть, когда, значит, будет наша территория приближена, и там могут быть какие-то взаимные, могут быть информационные какие-нибудь, ну, скажем, СМИ. Может быть, мы допустим их, а они допустят, чтобы мы на их территории вели. Это может быть так? Может быть. То есть это будет зависеть от той ситуации и времени, как к этому будут относиться. Как это будет, сейчас на это отвечать, мне кажется, не стоит. Потому что Мгм. вопрос, восстановленная власть, она будет решать эти вопросы. Мгм. Вот вопрос такой от Жой Гарза задает такой вопрос. Кто из вас, ассаламу алейкум, братья, ва алейкум салам, кто из вас законно избранный нашим народом? И есть много желающих захватить власть, будучи за рубежом, говорит вот Гарза. То Джо Гарза. Джо Гарза, да? Да, или Ну, Джой кто из Гарза. вас говорит, это что значит? Это значит, надо ему посмотреть наши все сайты, наши заявления, наши документы, Да. посмотреть нашу конституцию, посмотреть все, что делается на Западе, и то, что сделала Россия. И из этого это четко и ясно проглядывается. Мгм. Настоящими, значит, представителями власти в зарубежье являются те, кто направлены работать здесь на Западе. И те, которые не предали нашу Конституцию и декларацию нашего государства от 90-го года, 25 ноября. Вот эти люди, которые направятся, они и являются те, которые были избраны нашим народом Мгм. на последних выборах в 97 году. Мгм. Вот эти люди как раз представляют, значит, легитимную власть нашего государства в зарубежье. А Мгм. сегодня этой властью, усеченной, правда, в форме, пока что мы находимся на Западе, является президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. И почему он является, и каким он является, и на какой основе, все документы, все обоснования, аргументы приведенные есть. У других вот Есть. людей, которых вы, может сказать, из вас, вы посмотрите, что есть у них, и что они говорят, а они то, значит, говорят до, скажем, 2010 или 2017 года, они говорили, что мы должны воссоздать, значит, Горскую республику, потом другую, потом какие-то протекторат создать на всех их событиях. Они из одной крайности в другую прыгают. Они вначале говорят, что мы являемся, ну, скажем, демократами в 2007 году, потом говорят, что мы являемся, значит, следуем уже по законам религиозным законам и конституциям, которые не были приняты нашим народом. Потом они переходят снова на другие какие-то вещи, говорят, мы в составе России, говорят, что мы никогда не должны были выходить отсюда. Вот посмотрите, что они говорят. Они говорят, что те люди, которые наши, находятся на зарубежье, если они едут домой, там разными путями добираются, ищут каналы для того, чтобы посмотреть, как, что там, в оккупированном даже течению,
Они говорят, если они возвращаются, что они агенты Кремля, ну и все подобное. Другие, которые на религиозной основе приехали сюда и не имеют отношения к власти, то есть легитимная власть избранных, сами себя, значит, назначают на разные там должности и защиту нашего государства, зарубежья, не признают действительно ту власть, которая находится на Западе, и говорят, что никакой власти у нас на Западе нет, это как раз то, что нужно Кремлю, если они так говорят. И понятно, где есть какая власть. Вот что можно говорить, и кто из вас ты называй, если он кто, я не знаю, кто это говорит. Вот я объясняю. Вот посмотри на наших сайтах, на, допустим, сайте, значит, Чечен-Гомет, посмотри на сайте, значит, Круглый стол Чеченской Республики Ичкерия, посмотри на других вот сайтах, вот у Аслана посмотри, и мы здесь это выкладываем, все это есть. И аргументированно все есть. То есть мы говорим не о себе, как они. Мы беспокоимся не о себе, не лично о себе. Мы беспокоимся о том, чтобы было решение, которое принято нашим народом, оно и было основой для того, чтобы сохранить наш народ, обезопасить его в будущем и в настоящем. Они чтобы изображали его разного рода, значит, как вы знаете, и сепаратистами, и разного рода, значит, незаконными действиями, что мы хотим остаться в составе России. Это те люди, большинство из них это люди, которые не понимают, что есть вот такая ситуация, не разбираются, надо в нем и заблудшие. Но их ведут, этих людей ведут, может быть, их близкие люди, может быть, те, которым они, ну, так сказать, верят. И поэтому в этом вопросе все четко, ясно прописано и есть. Вот и все. Баркалая Дересхуй, много раз вы, конечно, отвечали на этот вопрос, много раз публиковал и я у себя, и вы у себя. Ну, вот задают такие вопросы, поэтому вот и зачитал этот вопрос. Так, от Эда вопрос такой, Аят. Как вы думаете, Аят, скоро он Эд считает, что скоро будут переговоры между Зеленским и Путиным, и думаю, и будет присутствовать Трамп, говорит Эд. Было бы хорошо, если бы на столе переговоров были бы условия признания Чеченской Республики Ичкерия. Вот в этот вот. Ну, мы здесь на столе переговоров, здесь вопрос должен стоять так, я думаю, между Зеленским и Путиным. И с точки зрения, значит, незаконности оккупирования этой властью Путина, незаконности захвата чужих территорий, вот с этой точки зрения международного права Россия должна убраться со всех этих территорий. Когда этот вопрос будет решаться между Украиной и Россией, то значит и другие территории, и Грузия, и наша территория, и Молдова, которые, они должны быть освобождены Россией. Вот что за этим должно последовать. Мы об этом писали много раз, обращались и в G20, обращались и в другие места, раз написали, встречались на разных конференциях, мы об этом говорим. Поэтому я думаю, что здесь как раз-таки этот вопрос, если бы они внесли туда, но это зависит не от нас, мы говорим об этом, мы здесь только за это. Мы сейчас не можем сказать, мы не хотим сейчас говорить, вот давайте внесите это туда. Да, мы за это, чтобы они внесли это туда. И мы за то, чтобы вопрос этот решался строго в рамках международного права, которое было принято, значит, после Второй мировой войны, и согласно которому существует сегодня ООН и принцип международного права. И тогда и наш вопрос должен решаться в этом ключе.
Джо Гарзо Аят, что он, как бывший министр внутренних дел Ичкерии, считает тебя, Аят, законно избранным представителем власти. Это вот министр внутренних дел Ичкерии, бывший, Хорошо, спасибо. оказался. Спасибо и Джо, и вам, Аят. Так, Асланбек Тутаев задает вопрос. Как вы думаете, вернутся ли английские нефтяные компании в Ичкерию после деоккупации? Ну, это вопрос такой, вернуться, не вернуться. Выгодно будут Это все вопрос, вернуться. вопрос, вернуться, не вернуться. У нас этот вопрос, как говорится, сейчас не будем ставить телегу впереди лошади. Да. Это уже вопросы прошлого века. А с 48 года современное международное право существует. Если сейчас начнут все эти вопросы, которые когда-то были в Индии, в Африке и в других странах, поднимать и говорят, давайте их назад, то это уже будет непорядок, это будет, как вот говорят все, мы теперь с 48 года живем только в рамках современного права. А если мы будем поднимать все вопросы, которые были исторически значит, связаны с нашим бытом, прошлым, да, то значит эти вопросы мы не можем и в современном международном значит, поле современном во всем разобраться. А если поднять и те все вопросы, которые были во времена Лиги наций, то это будет очень долгое и очень неразбериха будет огромная. И в соответствии с какими принципами они будут разбираться, вот вопрос. Но этот вопрос, конечно, имеет право на значит, существование теоретически. А как это будет, уже это вопрос, скажем, будет в плоскости юридической и политической. Да. Если будет экономическая выгода, все компании, расталкивая друг друга локтями, и так побегут там, где прибыль. Это Может быть, закон бизнеса. да. Вот мистер Шому говорит, что, извините, конечно, но я не думаю, что с Путиным или даже с кем-нибудь из его окружения кто-то будет договариваться. Как можно договариваться с Гитлером? Ну, с ним можно договариваться, как с Гитлером. Вот с Гитлером как договорились, так и с ним. А если во время... С Гитлером хорошо договорились. Да, До сих пор труп ищет. по-другому с ним не договоришься, потому что если с ним по-другому говорить, сейчас вот видишь, он совершенно не хочет даже вот на эти Да, переговоры идти, цепляется за все и говорит всем своим солдатам, все, вперед, я вам говорю, вперед, захватить Украину. То да. есть он ни на шаг не идет. Он понимает, что обратный ход – это гибель его и физическая, и политическая. Да, его окружение. Да-да. Да, совершенно верно. Я думаю, говорит Эд Мамедов, переговоры будут очень тяжелые по Украине и фашистской Российской Федерации. И все, я думаю, пойдут на компромиссы. Но главная задача – остановить войну и перенести территориальные вопросы на дипломатический уровень. Как вы считаете? Я считаю, что на дипломатический уровень переговоры о территории никак нельзя привести. Они должны быть перенесены значит, в рамках современного международного права, только так. А так, на каком основании там остановится, он не остановится. Вопрос тогда, если так будет рассматриваться вопрос, то война продолжится. И всё. Продолжится. Возобновится даже. Даже Да. если остановится, 100% Это будет будет ход для Путина, для того, чтобы он снова, значит, собрал армию, собрал, снова закрепился, снова пошел в да. войну. Так вот. Разделил внутри украинцев, там спровоцировал теракты. Да-да. Как мы это проходили. Мгм. Это мы проходили. Абсолютно с вами согласен. Да. Так,
Баркалза, ответ вам, пишет Асланбек. Так, главное, чтобы нам было выгодно кавказцам от этих соглашений с английскими и американскими компаниями, говорит мистер Шому, с чем я, в принципе, согласен, наверное, по поводу нефтяных компаний и так далее. Ясно. Друзья, если есть вопросы, задавайте, пишите. Мы еще 5 минут будем в эфире, и вы можете задавать вопросы, если у вас есть. Если нет вопросов, то Давайте предлагаю, начнем тогда. предлагаю завершить. Получилось очень разносторонний сегодня стрим. Много разных интересных вопросов было. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам, Аят. Очень было познавательно, как обычно. Аминь, аминь. Масар Дересу, спасибо всем тоже, кто участие принял, слушал нас. Аминь. Все, спасибо, до свидания. Адеквер Машрой. До свидания.